Мы поддерживаем ФИФА в проведении чемпионата мира в Катаре. Что вы хотите сказать тем, кто против турнира в Катаре? Я хочу сказать им, чтобы они получали удовольствие. Успокойтесь уже. Но что скрывается за таким шумом? Готов ли вообще Катар к проведению турнира? В целом да, но пока не на 100%. Финальные штрихи перед встречей гостей выглядят так. У стадиона Халифа Интернешнл лежит строительный мусор. У арены 974 рабочие доделывают какой-то баннер. И на десерт. Как можно было не докрасить граффити с Марадонной? Все-таки центр города. Рабочим нужно время. Время нужно и стюардам. Шесть дней остается до старта чемпионата мира. Болельщиков пока не так много. Зато посмотрите, как много сотрудников безопасности, сколько рабочих. Все они так сидят и ждут какую-то лекцию. Видимо, лекция будет очень долгая, раз сидят. Работа в Дохе кипит. Чем меньше дней остается до начала чемпионата мира, тем меньше времени остается у местных, чтобы завершить все свои финальные приготовления. И ведь речь идет не только о территориях перед стадионами. Даже на главной набережной Корниш все еще стучат и сверлят. А знаете ли вы, что Катар — это страна контрастов? По крайней мере, если говорить о Катаре за неделю до старта чемпионата мира. Вот так прогуливаешься по главной набережной Корниш, любуешься видами, огромные многоэтажные высотки, световые спецэффекты. Вау, здорово, круто, красиво, масштабно. А потом поворачиваешь голову в другую сторону, и вот такая картина открывается. Рабочие завершают благоустройство набережной. Еще не успели. Ребята, вам нужно поспешить. Давайте, верим. Весь этот шум и стройка совсем не сочетаются с шикарными видами на небоскребы Дохи. Попадая сюда, ощущаешь себя в каком-то огромном парке аттракционов. Все светится, сияет и манит. Прогулка по центру Дохи — это инсталляция на тему «Картинка наоборот». Если во время матча зрители наблюдают сверху за футболистами, то здесь, на улицах Катара, сверху наблюдают уже сами футболисты. Вот они, сосредоточенный Садио Мане, радостный Харри Кейн и эмоциональный Вирджил ван Дейк. Кто из них лучше всего себя проявит на предстоящем мундиале? И как проявят себя болельщики? По личному наблюдению, в Дохе сейчас больше всего фанатов Аргентины. Причем сами они вовсе не аргентинцы. Резиденты Катара, то есть родились в другой стране, будь то Ливан, Индия, Пакистан или Бангладеш, переехали в Доху, здесь же и обустроились. Но почему стали поддерживать именно сборную Аргентины? Тут уж у каждого своя история. Я начал болеть за Аргентину во время чемпионата мира в Мексике. Тогда аргентинцы победили. Особенно меня вдохновил Марадонна. То есть все из-за Марадонны? Да. Мне всегда нравилась сборная Аргентины. Тем более моя девушка из этой страны. Как я могу поступить иначе? Аргентина. Месси! Мы любим Месси. Согласитесь, как-то странно. Люди живут в Катаре, но почему-то не хотят поддерживать свою сборную. По Дохе даже гуляет теория, мол, некоторые фанаты не настоящие, их подкупили. Вот они и надели футболки и гуляют по центру, чтобы создавать атмосферу. Но даже если это и правда, то подобная акция временная. Через несколько дней болельщики заполнят Катар. Ой, что тогда начнется? Легендарная фраза «Все на Никольскую» — одно из лучших воспоминаний о чемпионате мира в России. Месте, где случались невероятные знакомства. Месте, где можно было попросту купаться в эмоциях. И здесь, в Катаре, тоже есть свой аналог Никольской. Это бульвар Лусейл. Он значительно шире улицы в столице. Мы сейчас идем по проезжей части. По обеим сторонам располагаются пешеходные зоны. Еще дальше и вовсе трамвайные пути. Но сейчас, во время подготовки к мундиалю, этот бульвар полностью отдан фанатам, которых с каждым днем будет становиться все больше, особенно тех фанатов, матчи чьих сборных будут проходить на стадионе Лусейл. Там же, кстати, состоится и финал. Так что атмосфера праздника совсем скоро сюда придет, и антураж соответствует этому празднику. Посмотрите наверх. Флаги разных сборных команд-участниц этого чемпионата мира: Хорватия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Катар, Япония, Германия, Коста-Рика, Испания. Все флаги можно найти здесь. Осталось дождаться всех болельщиков.
Пока на этой улице не появилось своего героя среди болельщиков, которого бы узнавали, может быть, по одежде или по прическе, или, может быть, по его харизматичному какому-то поведению, главным героем бульвара Лусейл остается талисман чемпионата мира Лаиб, ковер-самолет. Здесь с ним фотографируются. Длина бульвара составляет 1 километр и 300 метров. Организаторы надеются, поместятся все. Вопрос лишь в том, сколько человек прилетит в Катар. Ожидается 1 миллион болельщиков, а это почти треть населения всей страны. Только представьте, с какой нагрузкой столкнется аэропорт Хамад в Дохе. Известное выражение «место встречи изменить нельзя», как нельзя, кстати, вписывается в концепцию чемпионата мира в Катаре, потому что это в России в 2018 году можно было выбрать аэропорт прилета, Москва, Самара, Санкт-Петербург и так далее. В данном случае все пути ведут в Доху, в международный аэропорт Хамад. Здесь начинается мундиаль для всех болельщиков. 4:40 утра. Волонтеры на дежурстве, но пока без работы. Я так понимаю, работы у тебя сейчас немного. Да, все так. Но мы ожидаем большой поток болельщиков с 15 по 20 ноября. Аэропорт Хамад 2 года подряд признается лучшим в мире. Здесь можно оставить своего ребенка на детской площадке, можно искупаться в бассейне или же поучаствовать в лотерее и попытаться выиграть $1 миллион. Знаете, кто определяет победителей? Неймар. Francis, today you have won $1 million. Да и вообще первые деньги можно потратить именно в аэропорту. В сувенирных магазинах большое разнообразие атрибутики. Но что насчет цен? Есть же мнение, что в Катаре все очень и очень дорого. Итак, кружка с официальной эмблемой чемпионата мира в Катаре стоит у нас 50 реал, то есть примерно $12. Впрочем, куда любопытнее сравнивать цены билетов. Если для резидентов Катара они обошлись всего в 40 реалов, это примерно 800 рублей, то иностранным болельщикам повезло гораздо меньше. $1000 вроде. Очень дорого. $1000? А вы в курсе, что местные покупали билеты за 40 реалов? 40 реал. It's like Ну, это примерно $10. Вау, это очень дешево. Но только не для нас. Для нас дорого. Оттого и билет у этих бразильских болельщиков всего один – на матч своей сборной против сербов. Кстати, обратите внимание на внешний вид, оба в шортах. Говорят, никто из местных не подходил и замечания не делал. Хорошо, а как быть с отсутствием в Дохе алкоголя? Вообще, это небольшая проблема, потому что мы, бразильцы, любим пиво, любим алкоголь. А я предпочитаю ЗОЖ. То есть 3 недели без алкоголя – это не проблема для вас? Нет, не проблема. Ну, небольшая. Футбол все же важнее. Да, возможно, столь строгие ограничения в стране скажутся на настроении болельщиков. Как бы то ни было, местные жители попытаются сгладить подобные неудобства, как минимум своей дружелюбностью и желанием помогать. Ситуация, которая прекрасно отражает гостеприимность местных жителей. Смотрите, работали мы, включались вот здесь перед фан-фестивалем. Сотрудник полиции видит, что мы долгое время стоим, принес нам 2 стула, мне и оператору Юрию Буковскому, а после еще и воду принес. Вот такие замечательные люди, стражи правопорядка. Или вот еще один показательный пример. Подходим к этому мужчине и просим воспользоваться его подъемной платформой. Отрывается от своей работы и соглашается. Рабочим говорим удачи, заодно спасибо, потому что они нам помогают осуществлять креативные идеи, потому что хочется увидеть, как выглядит главная фан-зона в Дохе, но нас туда журналистов пока не пускают. Так вот, главная точка сбора всех фанатов — это фан-фестиваль, который вмещает 40 тысяч зрителей. Это, между прочим, в 8 раз больше, чем было на главной площадке на Воробьевых горах во время чемпионата мира в Москве. В общем, совсем скоро праздник начнется. Доха, готовься уже скорее, родная. Ждем.
Чемпионат мира — это погружение не только в футбольную атмосферу, но и поиски колоритных мест в принимающей стране. В Катаре таких достаточно. Одно из главных — рынок Сук-Вакиф. Говорят, если вы здесь не были, значит вы попросту не были в Катаре. Это особое место для Катара и для жителей Дохи, потому что тут веет историей. Понятно, что сейчас мы можем видеть здесь сувенирные магазины, можем видеть все рестораны, и, наверное, вот это самый колоритный из них. Посмотрите, флаги всех участников чемпионата мира, но что было здесь несколько столетий назад, на этой улице, на рынке Сук-Вакиф? А было здесь следующее. Приезжали местные бедуины, привозили коз, привозили овец, торговали ими, торговали шерстью и таким образом зарабатывали себе на жизнь. Шло время, облик Катара, облик Дохи менялся, но даже сейчас, в 2022 году, здесь, на рынке Сук-Вакиф, можно по-прежнему увидеть элементы того самого базара 19 века. А что вообще можно купить в магазинах на этой замечательной, прекрасной улице? Но помимо каких-то украшений, традиционной посуды, ламп, естественно, это сувениры, посвященные чемпионату мира 2022 года. Ну вот, например, такие платки с изображением флагов различных стран. Конечно же, Бразилия, вот Аргентина, Соединенные Штаты Америки, Марокко, Португалия и так далее, и так далее. Есть магниты, вот верблюды. Я люблю Катар. Ну и вот такие, например, две футболочки. Опять же, Аргентина, Бразилия. Это, наверное, две самые популярные сборные среди местного населения. Но вот пока такие наблюдения у нас имеются. Ну и шарфы. Это уже шарфы болельщиков сборной Катара. И, наверное, это тот случай, когда шарф даже во время такого грандиозного события надевать совсем не хочется. Жарко. Плюс 32 градуса. Хотя местные, наверное, привыкли. Сук-Вакиф — место, которое стоит посетить еще по одной причине. Здесь располагается сувенирная лавка Сабана Аль-Джасима. Это известный коллекционер, он собирает раритетные вещи, в том числе и футбольную атрибутику. Начал еще в молодости, потом затянуло. Я начал коллекционировать вещи, когда был еще студентом. Потом, после окончания университета, мне удалось открыть лавку на рынке Сук-Вакиф. Важно, что ничего из моей коллекции не выставляется на продажу. И это все для посетителей, для обмена информацией и для получения новых знаний. Коллекция Аль-Джасима впечатляет. Кожаные мечи, значки, медали. А это альбом с почтовыми марками всех чемпионатов мира, начиная с 1930 года. Естественно, нашлось место и для вещей, напоминающих о Мундиале в России. This is interesting toy. Вот интересная игрушка, может, знаете имя? Не знаю, очень похоже на какую-то лису. Попробуйте повторить. Забивака. Забивака. А что это значит? It's very good. Забивающий гол. Yeah, score the goal. Забивака. Забивака. Yes, забивака. На рынке Сук-Вакиф Аль-Джасима знают все, он своего рода местная знаменитость. Еще бы в гостях у коллекционера не раз бывали главы государств. В частности, в лавку заглядывал и король Чарльз. Впрочем, Аль-Джасим признается, его главный экспонат связан вовсе не с футболом. That's 2006. This is original. Это факел азиатских игр. Они проходили в 2006 году в Катаре. Оригинальный. Такого больше ни у кого нет. This torch for the whole of the Olympics. Сувенирная лавка Аль-Джасима — это еще и дань истории. Это сейчас Катар известен всему миру как одна из богатейших стран мира. Но ведь так было не всегда. Before gas and oil. До того, как мы стали торговать газом и нефтью, наш народ занимался добычей жемчуга. Это был непростой труд. В наших традициях заложено умение терпеть. Так что жители Катара точно умеют ждать. Ждать и верить, что самое лучшее рано или поздно обязательно случится. Ведь так получилось и с чемпионатом мира. Мы очень долго готовились к чемпионату мира. Мы ждали его 12 лет. Мы рады всем, кто приезжает в Катар.
Наши дома открыты, наши магазины открыты, и наши сердца открыты для всех болельщиков. Каким же будет чемпионат мира в Катаре, чем он запомнится зрителям и футболистам, и кто станет его главными героями? Все ответы уже совсем скоро.